Иннокентий Алексеевич Сымытов родился в 1911 года. Уроженец Хаданского населения Сунтарского района, Якутская ССР. До войны работал в колхозе имени Льва Толстого Хаданского населения, потом работником Пензенского сельзавода, призван Сунтарским районным военным комитетом. В Красной армии с 1 января 1941 года. Из сайта «Память народа» мы нашли боевой путь 369-й стрелковой дивизии. Дивизия в 1941 года была переброшена со Швеции на защиту Москвы в город Тверь. Боевой путь красноармейца Сымытова Иннокентия Алексеевича в составе в 369-й стрелковой дивизии начался с первого боя в течение 5 дней. С 21 по 25 декабря 1941 года. Через день дивизия приняла бой в течение 6 суток. С 26 по 31 декабря 1941 года. В 3 января и 5 января красноармеец Сымытов Иннокентий Алексеевич был на боевых действиях. В 9 и 10 января продолжались бои. С 19 по 26 января 1941 года беспрерывно шли жесточайшие бои. С 31 января и 14 февраля тоже шли суточные бои. 369-я стрелковая дивизия в течение 8 суток с 15 по 23 февраля 1942 года героически сражался за Москву. Красноармеец Сымытов Иннокентий Алексеевич убит при наступлении 14 апреля 1942 года у деревни Дичевка Ржевского района Калининской области. В ходе боя тело Сымытова Иннокентия Алексеевича, как и всех убитых солдат, было оставлено на поле боя. На родине осталась семья Сымытова Иннокентия Алексеевича, жена Сымытова Варвара Петровна, в 1915 года рождения, якутка, неграмотная, и дочь Алексеева Евдокия Иннокентьевна, 1940 года рождения, якутка. Архивный документ по хозяйственной книге рабочего служащего завода за 43-44 года. Фонд 1180, опись 1, дело 152. Мы предполагаем, что Алексей Васильевич Сымытов с 1887 года рождения был отцом красноармейца Иннокентия Алексеевича. Алексей Васильев воспитал моего прадеда Егора Сымытова. В годы войны ему было 10 лет, учился в школе. После войны вдова красноармейца Сымытова Иннокентия Алексеевича Варвара Петровна вышла замуж за Сурюк Джакобла. У них есть дети, дочь. Дочь Сымытова Иннокентия Алексеевича Евдокия умерла в 2002 года, похоронив в Кемпиндае. Вечная память, герои войны, защитники Родины.